Жительница Якутска, рассчитывая заработать на инвестициях, лишилась четверти миллиона рублей. 44-летняя горожанка рассказала полицейским, что ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась консультантом инвестиционной компании, оказывающей услуги по сопровождению брокерских операций. Настойчивая собеседница уговорила женщину вступить в долгосрочные инвестиции. Затем потерпевшая через приложение Skype в режиме аудиозвонка пообщалась с финансовым консультантом той же компании, который пошагово объяснил, как зарегистрироваться на их сайте и скачать приложение электронного криптокошелька, чтобы внести туда деньги и начать зарабатывать на краткосрочных инвестициях, покупая и продавая валюту на валютном рынке. При этом лжеконсультант обещал женщине поддержку и консультирование по всем операциям, а также убеждал ее в том, что внесенные деньги надежно защищены. В любом случае вернуться обратно, и она ничего не потеряет. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела деньги, но как только она захотела вывести с биржи заработанные, консультант перестал выходить на связь. Полицейские раскрыли кражу 85 килограммов карасей в Тампонском районе Якутии. Потерпевший сообщил, что рыбу украли с веранды частного дома. Материальный ущерб составил 22 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого за кражу 38-летнего мужчину. Выяснилось, что ночью подозреваемый свободно через незапертую дверь проник на веранду и похитил рыбу. По словам злоумышленника, половину похищенного он успел продать, частью поделился со своими знакомыми, а остальное употребил в пищу. По его отношению возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит срок до 5 лет. Жительница Сунтарского района обвиняется в незаконной продаже алкоголя. В ее отношении возбуждено уголовное дело. По сообщению прокуратуры Якутии, 39-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности в начале декабря прошлого года в районном центре Сунтарского района, в ночное время на своей машине вновь осуществила доставку и незаконную продажу алкоголя. Дело направлено в суд. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года. По материалам проверки Якутской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова сибирских осетров. Во время рейда при осмотре реки Лены в 8 километрах ниже по течению от поселка Кангаласы выявлена незаконно установленная подо льдом рыболовная сеть, при извлечении которой обнаружены 5 живых особей сибирского осетра, которые инспекторами впоследствии возвращены в среду обитания. Сибирский осетр включен в перечень особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих видам, занесенным в Красную книгу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконную добычу водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу». В настоящее время проводится расследование. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Якутска, который обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и истязании своих детей. По материалам следствия, 40-летний мужчина с сентября 2018 по ноябрь 2019 года после расставания с супругой проживал со своими малолетними детьми, которым к настоящему моменту исполнилось от 5 до 12 лет. Он систематически злоупотреблял алкоголем и не работал, не имел стабильного источника дохода, в результате чего материально не обеспечивал своих детей даже необходимым питанием. Мужчина не следил за гигиеной детей, чистотой и порядком. В Следственном комитете отмечают, что при этом он жестоко обращался с детьми, систематически причиняя им физическую боль и психические страдания, которые выразились у детей в страхе перед агрессивными действиями отца и в переживаниях от испытываемой физической боли. Следователи установили, что обвиняемый за различные провинности наносил детям побои руками, а также подручными предметами. К примеру, за шалости сына первоклассника он избивал его брючным ремнем и шваброй. За несвоевременное возвращение 10-летней дочери из школы в сентябре 2019 года в присутствии детей он с силой бросил на пол нож и высказал угрозы об их убийстве. Обвиняемый пояснил следователю мотивы физического и психологического насилия желанием воспитывать детей строгости, а из сына он хотел вырастить настоящего мужчину. Все это привело к тому, что в ноябре 2019 года детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, где они рассказали о способах так называемого воспитания, которые в отношении них применял родитель. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором-обвинителем заключения материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Полицейские раскрыли дело о краже скамейки из подъезда жилого дома в Якутске. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что установил на лестничной площадке около своей квартиры скамью, которую украл неизвестный. Вором оказался ранее судимый за кражу 42-летний мужчина. Днем он зашел в подъезд многоквартирного дома и унес скамейку. Похищенное он донес до ближайшего рынка, где сбыл за 100 рублей. На вырученные деньги он приобрел алкоголь.
В результате вмешательства прокуратуры Мегино-Кангаласского района в бюджет уплачены налоги на сумму около 5 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель, в том числе привлекающий к работе иностранных работников в 2019-2020 годах, представил в налоговый орган расчеты по налогу на доходы физических лиц и по страховым взносам на своих работников. При этом, как установила проверка прокуратуры, им сокрыты данные по 55 работникам в 2019 году и 46 за 2020, что привело к занижению подлежащего уплате в бюджет налога и страховых взносов.